В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии работает Нургуяна Иванова. Глубоководный порт-хаб на севере Якутии позволит создать морской макрокомплекс. Речь идет о строительстве инвестиционного проекта в акватории Северного морского пути в море Лаптевых в Булунском районе. Одним из вариантов его реализации является государственно-частное партнерство. Проект предусматривает расширение границ порта Тикси и строительство нового глубоководного морского терминала в районе села Найба. Хараулахская бухта имеет достаточные глубины, и порт сможет принимать корабли с осадкой до 10 метров. По данным властей региона, прогнозируемый грузооборот проектируемого порта к 2032 году составит 18 миллионов тонн в год по базовому сценарию и 23 миллиона тонн в год по интенсивному сценарию. Отметим, что ежегодно с использованием Северного морского пути перевозится более 300 тысяч тонн жизнеобеспечивающих грузов, в том числе более 100 тысяч тонн завозится в Якутию из Архангельска, Мурманска и других арктических портов. Строительные работы на участке Тамторского месторождения в Якутии могут начать в 2024-2025 годах. На данный момент все геологоразведочные работы на участке завершены. Проект предусматривает освоение участка Буранный, а также строительство гидрометаллургического комбината в Забайкальском крае для переработки руды Тамтора. Отметим, что разработка уникальной технологии переработки руды, которая будет использоваться на комбинате, продолжалась более 5 лет. В целом реализация проекта обеспечит создание 2500 новых рабочих мест. Число занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Якутии впервые превысило 100 тысяч человек. Вклад в увеличение показателя вносит самозанятость. С 1 июля в регионе зарегистрировано свыше 7800 самозанятых. Как отметили в региональном Минпреде, ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, нанесли ощутимый удар по сегменту малого и среднего предпринимательства. Тем не менее, благодаря своевременно принятым мерам поддержки бизнеса и отраслей экономики в Якутии сохранено более 1500 рабочих мест. Программа господдержки традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов в Арктике позволит наладить экспорт оленины в зарубежные страны. Такое мнение выразила депутат Илтумена Елена Голомарева. По ее словам, принятие программы позволит модернизировать отрасль, отметив, что финансирование программы будет идти из 4 источников – федерального, регионального, районного и поселенческого бюджетов. По данным Министерства сельского хозяйства Якутии, в республике насчитывается 148 тысяч оленей. По итогам 2020 года произведено 152 тонны оленины в убойном весе. Экспорта продукции в зарубежные страны пока нет. Отметим, что программа включает 6 основных направлений, первое из которых нацелено на развитие инфраструктуры. Речь идет в частности о разработке мер поддержки обеспечения малочисленных народов мобильной связью и интернетом, оказании помощи в развитии их художественных промыслов, а также субсидирования приобретения оборудования для переработки мясной и рыбной продукции. Порядка 18 миллиардов рублей направили на обновление техники в Эльгинском месторождении в Якутии. Партнерами стали белорусский БелАЗ и немецкая компания Liebherr. Поставки техники начнутся в июне. БелАЗ поставит на Эльгинское месторождение 93 самосвала грузоподъемностью от 90 до 220 тонн на сумму 15 миллиардов рублей. Также по договору с Liebherr в Неренгвинский район прибудет 15 экскаваторов и 12 бульдозеров и 3 грейдера для обслуживания технологических дорог внутри разреза. Новая техника начнет работать сразу после монтажа и пусконаладочных работ. Согласно программе развития, объем добычи на Эльгинском месторождении увеличится до 45 миллионов тонн к 2023 году. При этом до конца текущего года провозная способность собственной железнодорожной линии Эльга-Улак увеличится до 2 миллионов тонн в месяц, что эквивалентно 24 миллионам тонн в год. К этому часу пока все новости. Будьте в курсе экономических событий на Якутия-24.